ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую субботу Ухта присоединилась к всероссийской акции «Тотальный диктант». Его провели в нашем городе уже 4-й раз. В этом году на 22 площадках. В основном они базировались в школах. Чтобы усадить всех желающих в 3-й школе, пришлось освободить 2 кабинета. Для тех, кто решил проверить свою грамотность, был подготовлен текст писателя Леонида Юзефовича. Произведение «Город на реке» автор создал специально для этого общенационального диктанта, по традиции насытив его всевозможными орфографическими и пунктуационными изысками. Так что это явно не школьный уровень. Он, конечно, несколько сложнее. Это, конечно, литературный текст. Но тем приятнее будет писать данного рода диктант, и тем интереснее будет услышать то, как автор его задумал. Тем более, что есть такая возможность услышать самого автора перед написанием диктанта и услышать прочтение его текста. Действительно, начинается диктант с приветственного слова и прослушивания текстов прочтения автора. Это необходимо, чтобы не пропустить так называемые авторские особенности. Хотя это не сильно облегчает задачу. Но, несмотря на сложность, интерес к тотальной проверке на грамотность не падает. Попробовать себя и снова сесть за парту решаются по разным причинам. Для некоторых это акция «Семейный досуг». Например, Анна Колосовская решила разделить орфограммы на 2 с сыном. Я пришла с сыном, он учится хорошо, у него по-русскому отлично, 4-5. Хотелось бы просто свои силы проверить, насколько. У меня брат ходит каждый год на этот диктант, он говорит, 2 получает. Хочется проверить просто свои силы, как. Если Анна только-только присоединилась к масштабной проверке знаний по русскому, то Олег Ермолов и его мама уже 3-й раз на деле доказывают – знать свой родной язык хорошо – обязанность гражданина. Для пущей убедительности молодой человек цитирует известные слова классика. Что сказать? Этому участнику за его знания и позицию можно даже пару ошибок скостить. Потому что все-таки мы живем в России, и, как писал в свое время Иван Сергеевич Тургенев, о великий и могучий русский язык. И, в свою очередь, мы должны, соответственно, нести гордо звание россиян и знать русский язык. Всего таких вот добровольцев в нашем муниципалитете собралось более 400 человек. Это примерно столько же, сколько и в предыдущем году. Как они справились с городом на реке Юзефовича, и есть ли среди них отличники, узнаем после 12 апреля.